Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня у нас большая программа. Мы поговорим о том, что будет происходить завтра. А завтра открывается Российско-Абхазский деловой форум. Это 7-й по счету деловой форум. Повестка дня там очень обширная. И, кстати говоря, ожидается около 400 гостей, участников этого делового форума. Будут обсуждаться разные вопросы, конечно же, носящие деловой характер. Это вопросы делового климата в Абхазии, конкурентоспособность наших производителей на российском рынке, сотрудничество в сфере электроэнергетики, инвестиций. И свое заседание проведет там же Российско-Абхазский деловой совет. Сразу же хочу представить вам наших гостей в студии. Здравствуйте еще раз. Добрый вечер. Приятно вас видеть. И мы ожидаем эффекта делового форума. Но прежде чем пройдет деловой форум, мы сегодня с вами поговорим предварительно о том, что будет завтра. Почему? Потому что день завтра будет, я так понимаю, насыщенный. Очень много будет встреч, круглые столы будут проводиться, и вряд ли мы завтра до вас смогли бы телевизионщики добраться, хотя мы должны по профессии добираться вообще-то. Представлю наших гостей. Итак, сегодня у нас в студии Примак Олег Анатольевич, генеральный директор ЭТМ Групп. Лещиков Валерий Андреевич, президент группы компаний «Славянский мир». Кретов Сергей Викторович, вице-президент группы компаний «Славянский мир». Олег Мцисович Барциц, торговый представитель Республики Абхазия в России. Олег Олегович Лакоба, исполнительный директор культурного делового центра Республики Абхазия в Москве. И Береза Петр Станиславович, директор по развитию культурного делового центра Республики Абхазия в Москве. Итак, вот с самого начала хотелось бы предварительно узнать, конечно же, Олег, у вас, что, собственно говоря, завтра будет происходить, чем этот форум будет отличаться от прежних 6, и каковы ваши ожидания, собственно говоря? Добрый вечер. Ну, я скажу сразу об ожиданиях. Я думаю, что 7-й Российско-Абхазский деловой форум способен оживить в достаточно значимой степени сотрудничество между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Не случайно вы совершенно правильно сказали о том, что ожидается большой наплыв гостей, участников форума. Это и представители органов власти Российской Федерации, это и видные представители бизнес-сообщества. Часть из них находится сегодня здесь, в этой студии. Я думаю, что мы все должны стремиться к тому, чтобы на полях форума было заключено как можно больше серьезных соглашений, чтобы там состоялся заинтересованный ответственный диалог между абхазскими и российскими бизнесменами, между абхазскими и российскими чиновниками. Я думаю, что чем больше конкретики мы сможем привнести в работу данного форума, тем более мы все от этого выиграем. Хотел бы сказать, что планируется подписание ряда серьезных соглашений на полях форума. На пленарном заседании будет подписано, в частности, 2 соглашения по проектам, которые мы инициировали и представляем сегодня здесь. Мы об этом поговорим. Да, одно из них касается компании Ecotechno Management Group, и второе будет подписано соглашение с группой компаний «Славянский мир». Я думаю, что у нас неплохие шансы продемонстрировать общее видение, тенденции, проблем, возможно, найти пути решения, которые дадут эффект уже в краткосрочной, среднесрочной перспективе. Хорошо. Но вы хотели бы добавить что-то, Олег? Я хотел бы добавить, что подписание с абхазской стороны будет на самом высоком уровне. Премьер-министр будет подписывать одно из соглашений, второе соглашение будет подписано руководителем министерства. То есть, кто вообще организатор этого делового форума? По-прежнему Министерство экономики? Министерство экономики Республики Абхазия, правительство Республики Абхазия в лице Министерства экономики и Министерство развития со стороны Российской Федерации. Развития. Хорошо. Ну вот вы говорили о том, что будут подписываться соглашения.
И это очень важные для нас соглашения. О каких соглашениях идет речь? Мы можем об этом рассказать нашим телезрителям? Разумеется. Первое соглашение, о котором я хотел бы упомянуть, это соглашение между правительством Республики Абхазия и компанией Экотехноменеджмент, которую здесь представляет Олег Анатольевич Примак. Речь идет о создании системы управления твердыми бытовыми отходами. Предлагается создание частно-государственного партнерства. Я считаю, что это очень эффективная и наиболее приемлемая форма для взаимодействия правительства Абхазии и российского бизнеса. То есть это тот проект, в котором можно соблюсти баланс частных государственных интересов. Я думаю, что этот инфраструктурный проект, который без ложной скромности можно причислить к национальным проектам по остроте проблемы, по масштабу попытки его решения. Ну, масштаб этого говорит уже сам за себя, и я думаю, что эффект невозможно переоценить. Уверен, что подписание этого соглашения, оно придаст импульс для того, чтобы изменить существующее плачевное положение дел в области обращения с твердыми бытовыми отходами. Ну, на самом деле, действительно, эта тема очень долго уже присутствует в нашем и медиапространстве, в обществе, и в правительстве обсуждали, что нужно предпринять для того, чтобы такое, я не побоюсь этого слова, катастрофическое положение с отходами как-то изменить уже в лучшую сторону, то есть не в лучшую сторону, чтобы там отходов больше становилось, да, а в лучшую сторону, чтобы как-то от них избавиться. И вот на том цивилизованном уровне, на котором это происходит, обычно уже обычным делом стало в других странах. Тем более, что наша республика, она, в общем-то, экологически пока считается чистым, и преимуществом в туризме считается как раз пребывание именно по этой причине. Что я хочу сказать, для нашей республики действительно это огромная вообще такая проблема, потому что и мусор, и то, как его утилизировать, и сама культура вообще того, как его нужно собирать, там раздельные есть по этому поводу какие-то предложения, о которых мы, например, здесь только слышали и фактически никак в этом не участвуем. Вот я бы хотел обратиться к вам, Олег Анатольевич. Да. Скажите, пожалуйста, да, вот мы знаем, что ваша компания много лет занимается вообще этими вопросами. И в целом ряде регионов мы знаем, что это и в Костроме такой завод существует, даже в Хорватии вы такой завод построили, и они успешно все справляются с этими проблемами мусоросборки. Расскажите, пожалуйста, вот и о вашем опыте, и что вы будете предлагать в этом направлении вот здесь у нас в Абхазии, что собираются подписывать, какой договор? Добрый вечер. Конечно, меня с Хорватией, с республикой связывает очень давняя дружба, уже порядка 4 лет, потому что в 2012 году мы своей компанией приезжали сюда и занимались так называемым анализом ситуации. Отработали все свалки, посмотрели во дворы, в каждую площадку сбора отходов, ну и составили некую концепцию развития. Вы правильно сказали то, что для Абхазии очень важный этот вопрос, потому что это республика, которая сама по себе говорит, что первое слово – это экология. Это туризм, экотуризм, это должно соответствовать. Даже человек, приезжающий на отдых, пересекая границу, он должен видеть чистоту, порядок и, конечно, хозяйственный такой уход. Чистота на дорогах, чистота в дворах, чистота в домах, она должна быть. Компания занимается, да, на 12 лет инжинирингом, консалтингом. Имеем опыт, конечно, и европейский. Объездить пришлось очень многие страны для того, чтобы подобрать оптимальную ситуацию. Дело в том, что все говорят сегодня о раздельном мусоре. Для России это очень большая проблема, так же, как и для Абхазии. Потому что приучать людей по-новому жить в отношении с отходами очень сложно. На сегодняшний день была подобрана технология, которая сегодня позволяет работать с мусором, который смешан, так называемый. Когда люди бросают все в один контейнер абсолютно. Подобрали технологии. Завод, который сегодня реализован в Костроме, он составлен из 6 технологий различных стран. Там и Австрия, и Испания, и Германия, и даже часть Турции есть. В общем, получился некий комбинат, такой вот, знаете, эффект синергетики, который позволил сегодня решить проблему в Костроме. Компания занимается не только строительством заводов, она создает систему обращения с отходами. Это блок законодательной части, это блок технологической, инженерной части, это прежде всего управление, это
и завод, это и полигон, это и контейнерные площадки, это весь комплекс управления. Допустим, для Абхазии по нашей концепции было предусмотрено всего лишь один полигон, строительство современного полигона, и один завод, 2 станции перегрузки. Полигон поясним нашим зрителям, пожалуйста, что имеется в виду? Да, наш разогрев, когда был, и правильно сказали журналисты, иногда меняет, знаете, так, понятийный аппарат, полигон и свалка. Свалка — это когда стихийно образовалась, нет инженерной подготовки, нет геоподосновы, где при разложении продуктов органических образуется некий фильтрат, который несет такую токсичную нагрузку и начинает впитываться в землю. Полигон, он защищен инженерными сооружениями. То есть есть дренажные специальные отводящие каналы, есть фильтрат. Это все защищено, земля и вода защищены от того, чтобы фильтрат не попадал. И, соответственно, это постоянно изолируется. То есть нет испарения воздуха. Это полигон. Свалка — это то, что сегодня есть. То, что мы видим каждый, когда выходим за пределы города, села. Это стихийно образованные кучи отходов, строительных, бытовых, любых. Это свалки. Вы знаете, что вот как раз сейчас нам режиссер покажет небольшой ролик о свалках, которые у нас здесь в Абхазии есть, и что предлагается, собственно говоря, наглядно вот делать именно конкретно с этими свалками. Я отойду в сторону, чтобы вам было видно. Вот так вот. Пожалуйста, режиссер. Олег Анатольевич, вообще надо наших телезрителей предупредить, что эти съемки были сделаны давно. Сейчас положение усугубилось вообще-то на наших свалках. И, честно говоря, мы делали много сюжетов по этому поводу, где просто катастрофически много. Там и жители, это уже свалка, извините за жаргонное выражение, достает. Вот. И поэтому я бы хотел, чтобы вы продолжили ваш разговор. Да, дальше. Сегодня вы видели вот кадры, то, что которые... мы видели там, извините, пальцем прямо в телезрителей ткнул. Это наша компания была сделана в 2012 году, исследование практически всех свалок Абхазии было задокументировано, все они были обсчитаны по площади, по высоте, и даже расчет был объема отходов, которые там находятся. Что вы намереваетесь с ними сделать? Это вопрос, который беспокоит как жителей, так и правительства республики. Прежде всего, сегодня, наверное, ничего еще не придумали, а если что-то придумали, это очень дорого. Прежде всего, их изолировать от окружающей среды, от экологии. Их нужно будет укрыть специальным покрытием, нанести землю, высадить деревья, кустарник. И через 40-50 лет от этой свалки, потому что идет такой процесс разложения, она где-то на треть, а то и наполовину даже сядет. После чего нужно рассмотреть вопрос строительства каких-то вещей, только не жилья. Не жилых. Допустим, сегодня в Мюнхене одна из крупнейших выставок в Германии, она на территории в 44 гектара бывшей свалки. Она даже осталась такими холмами. Понятно. Скажите мне, пожалуйста, то есть это нужно, значит, эту свалку, которая сейчас существует, законсервировать? Законсервировать, все верно. А новые свалки организуют? Нет, организуется единственный полигон. Почему? Мы, знаете... Единственный полигон? Один на всю Абхазию. То есть со всех районов Республики Абхазия мусор будут не где-то там собирать, а свозить на... Вот две перегрузочных станции, один завод и один участок под полигон. Почему мы так сделали? Потому что мы, как бы, знаете, самое интересное начинается с конца книги или журнала. А на самом деле завод позволяет отобрать из бытовых отходов практически все ценное содержимое, которое можно сегодня на рынке переработать и продать. Это пластик, группа, бумага, картон, металлы цветные, черные металлы. Это составляет порядка 25-30% из бытовых отходов. Также 30% составляет органика. Сегодня в Костроме провели эксперимент по биоразложению, по утилизации органики. Получили, просто я считаю, хороший, не отлично, хороший результат. Обычная органика через 21 день, которая обрабатывалась бактериями, превращается в такой, знаете, техногрунт. Он даже землей пахнет после просева. Олег Анатольевич, вот вы говорили об раздельном сборе отходов, да?
Насколько такая технология вот сейчас здесь у нас будет приемлема, как она у нас тут приживется? У нас же, как вы в самом начале говорили, все в одну кучу сбрасывается. Вот мы, наверное, это и учли на самом деле, потому что это больше популистские заявления, когда говорят то, что нужно раздельно бумагу, картон и прочее. На самом деле, на сегодня практика, завод уже практически год работает, сегодня он справляется практически безошибочно, там, знаете, есть квота частоты отбора 93-94%. Сегодня вот наши коллеги, они были на заводе 4 месяца назад, и 2 месяца назад открытие были, своими глазами видели. Когда я был 3 месяца назад, я приглашал парламентариев собраться группой, приехать посмотреть своими глазами. И я думаю, они лучше донесут до народа, что такое существует, что это работает, чтобы они своими глазами увидели тот же мусор, который так же, как в республике, он похож, ничем не отличается. Из завода выходит отдельно пластик чисто, отдельно бумага, отдельно органика, и все это можно использовать. Давайте мы, знаете, тогда посмотрим вот этот вот ролик, который достаточно подробно, мне кажется, рассказывает о том, что представляет собой этот завод, который так необходим нашей республике. Внимание на экран, пожалуйста. Каждый день сотни спецмашин собирают мусор, объезжая городские улицы и дворы. На свалку свозятся пищевые остатки, упаковка, лампочки, батарейки, сломанные электроприборы и многое другое. 90% этих отходов просто захораниваются и сотни лет отравляли бы почвы, воздух и воду. В 2016 году в Костроме открылся первый в России автоматизированный комплекс по обработке и обезвреживанию твердых коммунальных отходов. Каждый мусоровоз, заезжающий на территорию комплекса, проходит радиационный контроль и взвешивание. Приемное отделение спроектировано так, что одновременно здесь могут разгружаться 4 машины. В приемном отделении извлекаются крупные предметы – матрацы, шины, деревяшки. Затем они будут измельчены в шредере. Сложнейший завод управляется централизованно. Инженер не только наблюдает и управляет за всеми этапами, но и при необходимости может менять целый ряд параметров. Завод напоминает живой организм, где все взаимосвязано с сложнейшей системой конвейеров, различных по габаритам, скорости, углам наклона, конструкций. Фронтальный погрузчик загружает мусор в открыватель пакетов, который разрывает мешки и вытряхивает мусор на конвейер. Проходя бактерицидную обработку, отходы поступают в мощный виброгрохот. Здесь отсеиваются органические отходы. На магнитном сепараторе отделяются включения черных металлов. Следующий автомат – сепаратор на токах Фуко. Он извлекает цветные металлы. Мелкие фракции, в основном органика, отправляются на полигон. На захоронение идет лишь 1/5 часть объема поступивших на завод отходов. И это уже 5-й класс опасности. Бумага, картон, ветошь сгружаются поочередно на конвейер в приямке, который идет вдоль всего цеха и поступает в мощный горизонтальный пресс. Основное назначение такой сложной технологической цепочки – подготовка материала к работе каскада оптических сортировщиков. Это сердце и мозг комплекса. Костромской завод оснащен 6 автоматами пароинфракрасного излучения, которые способны пропускать до 30 тонн материала в час и с ювелирной точностью извлекать бумагу и картон, пленки и пластики, причем разделяя их по химическому составу. Баллистический сепаратор разделяет поток на плоские и объемные фракции. Опознанная оптикой, например, ПЭТ-бутылка, точно направленной струей сжатого воздуха вылетает в установленный под конвейером бункер. При разработке инжинирингового проекта крайне важно верно рассчитать масс-баланс движения отходов по технологической линии. Все полимеры, разделенные по химическому составу, направляются теперь по своему конвейеру в цех производства гранул и хлопьев. В этом цеху расположились 3 современные линии, работающие круглосуточно. Каждый час цех переработки выдает 1,5 тонны готовой высококачественной продукции.
Работает здесь всего 8 человек. Готовая продукция из цеха переработки, цеха обработки и обезвреживания поступает на склад. Все процессы учета и контроля интегрированы в общую систему 1С. Данные о количестве и видах поступивших отходов, отгруженных на полигон хвостов, об объемах и видах готовой продукции поступают в режиме реального времени. Работу завода обеспечивает парк специальной техники и транспорта. Ну, вы знаете, вообще, конечно, грандиозный проект, как, Олег, вы говорили, очень масштабный, важный для нашей страны. Мы все этого ожидаем. И все-таки я, прежде чем еще немножко мы поговорим о самом этом проекте, хочу задать вопрос, не знаю, кто из вас ответит. Насколько вообще вот реально воплотить эту современную технологию у нас здесь, в Абхазии? Насколько реально воплотить этот проект здесь, вот и сейчас? Я считаю, что нет ничего недостижимого в нашем желании изменить ситуацию к лучшему, учесть необходимость соблюдения экологической безопасности страны, учесть необходимость изменить ситуацию к лучшему, имея в виду такие важные моменты для государства, как здоровье нации. Важнее этого, наверное, ничего нет. Я считаю, что при поддержке профессионалов, тех людей, которые уже реализовали амбициозные и высокотехнологичные проекты, мы вполне в состоянии достичь этого эффекта. Я думаю, что участие в этом проекте государства, правительства Республики Абхазия, которое также намеревается принять самое активное участие в этом, я думаю, это делает еще более реальным этот проект. Мы собираемся реализовать этот проект как проект, который решит в целом проблему. Это не локальные попытки изменить или задержать негативное развитие ситуации, а это продуманное, экспертно выверенное решение для того, чтобы решить этот вопрос раз и надолго. Думаю, что завтра мы подписываем соглашение со стороны правительства Абхазии, его подпишет премьер-министр. Олег Анатольевич представляет группу инвесторов и обладателей этими технологиями. И думаю, мы после этого будем приступать к практическому решению этого вопроса. Уверен, что это решение будет наиболее эффективным, правильным, выверенным. Хочу сказать, что эффект от этого невозможно переоценить. Мы уже достаточно долго пытаемся решить эту проблему, и при этом, если мы хотим продолжать позиционировать себя как туристическая страна, как рекреационный регион, нам необходимо ее решать достаточно быстрыми темпами. Думаю, что общими усилиями мы сможем это сделать. Не знаю, к кому этот вопрос вообще обращать все-таки, но почему-то любопытство гложет меня, и мне хочется его задать. А что мешает? Что может помешать, собственно говоря, воплощению вот такой необходимой совершенно для нас, такого необходимого для нас комбината, завода? Вопрос сложный, конечно, в лоб называется, но это без подготовки. На самом деле, я хочу сказать, наверное, слова благодарности, потому что я не могу пользоваться эфиром, да, вот Олегу одному, второму Петру, потому что это энтузиасты, которые 4 года, знаете, вот они ходят вот с нами, и 2 года, 3 года назад у нас еще не было завода, он был в проекте, только начал строиться. Когда он построился первый же день, запуск это был март, они уже через неделю были, а он еще только в технологический процесс входил, испытания шли, и они уже стояли, говорят, нам бы такой, нам бы такой. То есть их энтузиазм нас просто заражал. И, во-первых, мы уже не первый раз, здесь уже несколько раз мы встречались и с премьером, и с президентом. Вот, и обсуждали эти вопросы. И в парламенте конечно, были встречи. И в парламенте встречи, целая группа была депутатов. И, конечно, у всех тоже вызывало сомнение, почему я говорю, что лучше раз увидеть, чем кто-то будет там рассказывать через кого-то, через собственный опыт. Я говорю, приезжайте, мы встретим, покажем, ответим на все вопросы. Вы увидите, что ваш отход ничем не отличается от нашего отхода, что оборудование работает исправно и можно этот вопрос реализовать. И даже обсуждались какие-то вопросы по поводу выделения земельных участков. Конечно, мы в свою очередь говорили о том, что какую форму приобретет наше отношение. Нашли действительно единую форму ГЧП.
государство и частное партнерство, задели вопросы и земельных отношений, вопросы обеспечения системы управления на уровне муниципалитетов. Предварительно все вопросы были проговорены, и они не вызвали отторжения. То есть есть некая копия похожего, нужно создать некие блоки, подписать, я все время говорю, знаете, таким профессиональным уровнем, подписать несколько нормативных законов для республики, чтобы регулировать все время правила договоренности или правила, так скажем, вот такого участия каждой стороны, начиная от обычного жителя, заканчивая исполнителями, надзорниками, которые будут в этом участвовать все. То есть здесь вопрос не только инвестора или правительства, или президента, это вопрос прежде всего жителей. Мы потому и сделали выбор в пользу компании Экотехноменеджмент, потому что продукт, который компания выдает уже сегодня, и кроме того, она имеет еще карт-бланш на строительство подобных объектов в различных регионах, не только России. Продукт этот можно посмотреть, что называется, пощупать, увидеть его в действии. А что касается ситуации, схожести с нашей ситуацией, допустим, вот Костромской объект, он почти идентичен нашей действительности по объему, допустим, ТБО, по морфологии ТБО. Поэтому мы прекрасно понимаем, что экстраполировать это на абхазскую почву будет достаточно несложно. Тем более объект получил типовой проект. 21 октября мы приказом по Минстрою пошли как типовой проект, который может по всей России распространяться и множиться, несколько раз строиться абсолютно, в том числе и здесь. То есть, вы знаете, в чем проблема? Сегодня на рынке нету ни одного производителя, ни западного, ни американского, никого, потому что наш отход, он не похож на европейский. И нам пришлось подобрать такую систему оборудование, которое позволило растащить этот отход и выбрать именно по группе, пластик, бумага и прочее. То есть это вопрос стоял, довольно сложная задача, на сегодня она решена. И более того, почему мы говорим группа компаний ТЭМ, туда входит целый альянс, группы компаний Хорватской Республики, институтом проектным, австрийской компании, которая выступила инвестором, Avenue Energy, которая головным инвестором выступила. То есть это вот такая группа, большая компания. Одни технологи, вторые проектировщики, третьи инвесторы. Но тем не менее вопрос решен. Они взялись, и буквально за 1,5 года был создан данный проект. Не побоялись, потому что риска было много. Прибыльное это дело. Для кого? Прямо скажу. Спрошу. Здоровье дорого стоит. Здоровье нельзя оценить, разумеется. Вы правильный вопрос задали, но если положительный вес и здоровья нации и завод в деньгах, это невозможно соизмерить. На самом деле, вы правильно сказали, это прибыльно, потому что будет здоровая нация, будет здоровое поколение. В этом и есть прибыль, наверное, всего. Скажите мне, пожалуйста, а какое количество рабочих мест будет создано в результате? Хороший вопрос. Вот есть практика в России, ручная сортировка. Это, знаете, на все годы, и все этим пользуются, потому что широкая практика. Вот на таком заводе с такой производительностью 100 тысяч тонн должно работать порядка 150-200 человек. У нас на заводе мало работать. Вроде бы социальный вопрос мало затронут. Всего лишь 17 человек, работающих в смене. А их две. Два через 2 дня работают по 10 часов, потому что закон есть закон, его нельзя нарушать. Но, тем не менее, 17 человек. То есть, почему 17 это водители, операторы, механики, электрики, которые обслуживают оборудование. Так еще управляющая компания. И управляющая компания, в которой входит отдельная компания по сбору, транспортировку и отдельная компания, которая сейчас занимается проектированием и строительством полигона современного. Именно в Костроме. В Белгороде уже построен, в Белгороде уже фундамент. В августе уже будет новый завод. Сейчас Крым, вот почему нам Абхазия близка. По специфике, у вас, когда наступает лето, то турист приезжает, и он в разы, десятки раз превышает количество и объем населения. Соответственно, отход вырастает на каждого туриста в килограммах. Мы это учитывали. Почему? Потому что мы для Крыма писали государственную программу обращения с отходами. Год назад, ровно вот сейчас будет 7 декабря, защитили ее. И там получилась точно такая же ситуация. Как только лето идет в пик населения, мы учли полностью все с учетом производительности завода, с учетом загруженности, чтобы у нас не было сбоев. То есть, скажем, республика для нас это не в новинку, как проект, который необходимо сделать с учетом специфики туризма. Вот именно пиковой части. Конкретно что будет завтра подписано, какой документ и насколько он будет таким, знаете, фундаментальным, чтобы это дело потом в последующем воплотилось? Я уверен, что документ, соглашение, которое будет завтра подписано между правительством Республики Абхазия и группой компании Экотехноменеджмент, оно станет руководством к действию для всех нас. Для инвесторов, для обладателей технологий, для
абхазского чиновничества, которые тоже обязаны будут соответствовать высоким стандартам этой работы. Я думаю, что соглашение о сотрудничестве в этой области, оно станет действительно сигналом для того, чтобы начать практическую работу. И секрета нету, там две стороны. Я не скажу, что там прямая обязанность, но там написано, что каждый должен исполнить. К какому периоду мы должны Обязанности выйти. регламентированы. Регламентированы абсолютно. То есть через определенное время мы должны сесть друг другу в глаза, посмотреть, кто что выполнил. Понятно. В общем, тут намеревается серьезное воплощение серьезного, достаточно масштабного проекта. Не знаю, меня, например, этот ролик очень вдохновил, и мне кажется, что для такой страны, как наша, не такой уж и огромный по сравнению с даже некоторыми, может быть, областями некоторых государств. Но это для нас жизненно важная тема. Огромное вам спасибо за ту информацию, которую вы рассказали. Я думаю, что нашим телезрителям теперь на основе вашего рассказа и продемонстрированного материала будет понятно, о чем будет идти завтра речь, какие соглашения будут подписываться. Кстати говоря, о соглашениях. Мы сейчас ко второй теме нашей встречи перейдем. Олег, вы хотели что-то добавить? Да, я хотел вкратце охарактеризовать этот проект. А давайте мы так Второй сделаем. проект. Сначала ролик посмотрим, Да, конечно. а потом охарактеризуем уже все остальное. Поэтому я наших режиссеров попрошу поставить ролик группы компании «Славянский мир». Состоялась рабочая встреча сотрудников торгового представительства Республики Абхазия в России и представителей группы компаний «Славянский мир», которая занимается разработкой и внедрением инновационных технологий в строительстве. Следует отметить, что поводом для встречи послужили достигнутые ранее между руководителем группы компаний «Славянский мир» Валерием Лещиковым и президентом Абхазии Раулем Хаджимба договоренности о сотрудничестве. На территории республики планируется создать современный кластер, где могли бы быть представлены инновационные строительные технологии и появился бы склад современных строительных материалов, элементов декора и жизнеобеспечивающих систем. Теперь представители Абхазии приехали в Москву, чтобы ближе познакомиться с достижениями российских партнеров. По моей технологии на сегодняшний день построила 5 миллионов квадратных метров. У меня все в компьютере есть, начиная от Владивостока, кончая Калининградом. 5 миллионов квадратов? Построено по стране. Да. Значит, здесь у меня 160 заводов я успел за это время построить, от Камчатки до Калининграда, поставить и запустить. Мои ребята монтировали, запускали завод и строили. И на Байкале есть дома, и большое строительство идет в Новосибирске по моей технологии. Сейчас во Владивостоке началось, на Камчатке, на Сахалине. Нету такого оборудования в мире сегодня, ни у кого, кроме нашей страны. Простого, дешевого, быстрого, умного. Технологии, которые используются группой компаний «Славянский мир», позволяют во многом сократить традиционные расходы при строительстве, ремонте и эксплуатации зданий без потери качества. В результате потребитель получает стильное и удобное жилье с максимальными характеристиками по самой дешевой цене. Технологии сами по себе уникальны. Мы хотели бы, чтобы их узнали в том числе и в Абхазии, поскольку у нас достаточно серьезный строительный бум сейчас. Это и строительство жилья, и строительство объектов туристической направленности. Очевидно, вы знаете, что маленькая Абхазия принимает до 1,5 миллиона туристов в сезон, поэтому, соответственно, конечно, есть большой интерес к строительству. И я убежден, что мы просто обязаны представить нашему населению и нашим специалистам от строительной отрасли те достижения в мире, которые уже сегодня существуют. Вот, в частности, очень интересные разработки специалистов этой компании. Мы хотим их попробовать внедрить на территории Республики Абхазия. Как отметил вице-президент группы компаний «Славянский мир» Сергей Кретов, экономия при строительстве достигается не только за счет применения инновационных материалов и ухода от ненужных технологических операций. Имеется в виду, что инфраструктуру, которую надо создать, для того, чтобы можно было строить инновационные дома по доступной цене. Это торгово-строительный комплекс, выключен Центр инновационных технологий и своя стройиндустрия, то есть производственный кластер. У вас здесь это все есть, да? У нас здесь все есть, да, в Москве. Во время рабочей встречи, которая проходила на территории упомянутого торгово-строительного комплекса, делегация из Абхазии познакомилась и с выставочным центром, где в широком ассортименте представлены инновационные технологии и материалы. И модули, Да. модули, то есть это города могут на них сидеть. Вот о чем речь.
То есть и разработано, и исполнено все в России. Сотни квадратных метров центра буквально заполнены строительными образцами. Здесь и самозатемняющиеся окна, и облицовочный камень, и разнообразные покрытия для пола, и образцы системы биологической очистки сточных вод, и даже соляная спальня. Словом, всего перечислить просто невозможно. Как позже признался Олег Барциц, выставочный центр произвел на него самого и его коллег неизгладимое впечатление. Но особый интерес у представителей абхазской стороны вызвал пилотный проект жилого дома, в котором все инновационные материалы и технологии продемонстрированы в полной мере. Дом представляет собой одноэтажное строение с полезной площадью в 125 квадратных метров. При этом у него нет традиционной двускатной крыши. Вместо нее наверху открытая терраса, а это еще 140 дополнительных метров. Дождь и талый снег собираются через специальные щели пола в отдельную емкость и выводятся по водостоку. Такую террасу можно сделать и закрытой. Все зависит от пожеланий заказчика. То есть там двери раздвижные делаешь, то есть как бы делаешь перекрытие снова, то есть можно там зимний сад, раздвижной там. Особой изюминкой дома являются панорамные окна. Учитель, военный там и так далее, что мог себе позволить такие окна никогда в жизни. Почему? Потому что, так сказать, эти окна, они чем хороши? Летом солнце палит прям тебе вот во всю твою площадь остекления, она здесь не маленькая, а дом не нагревается. Потом в базе у нас, допустим, мы говорим, ребята, вот такие вот выключатели, да, то есть не какая-то там бескусица, да, а вот сенсорные выключатели, да, на радиореле, это в базе. То есть без проводов. Да, это в базе. Здесь инноваций очень много, то есть у нас здесь вот инновация, термоплинтусы. Вот эта система первая в мире, которая не сушит воздух, потому что она не нагревает воздух, она нагревает стены. То есть видите, мы по периметру их расположили. Можно сказать, что дом буквально напичкан инновационными материалами и технологиями. При этом стоимость его приятно удивляет – 3 миллиона 900 тысяч рублей вместе с отделкой. А в отделке присутствует даже керамогранит. Мы с гордостью сообщаем, что 100% всей комплектации российского производства. То есть до нас этого не удавалось никому. Технологии, представленные в проекте, можно использовать не только при строительстве одноэтажных жилых домов. Это широкий спектр недвижимости, это малоэтажное, среднеэтажное строительство. Практически объекты любого функционального назначения. Можно строить отели, больницы, социальную инфраструктуру и так далее. Вот. Хотя наша идеология, конечно, она заключается в том, что надо вообще уходить вот в таких республиках, как Абхазия, Крым, надо уходить от урбанистической застройки. То есть надо уходить в сторону малой и средней этажности. Это позволяет, знаете, создать такой архитектурный облик страны, куда хочется ездить. Мы, прежде всего, рассчитываем на такую вот энергию наших людей, то есть людей, которые хотят улучшить свои условия жилищные, которые хотят создать новые условия для развития своего бизнеса и так далее. Поэтому я думаю, что применить это можно уже в краткосрочной перспективе. С этой целью мы хотим создать, и это одобряет руководство страны, создать частно-государственное партнерство. То есть будет партнер со стороны Республики Абхазия в виде какой-то государственной структуры. Я думаю, и государство получит определенные выгоды от этого. И, конечно, это будет достаточно интересный пример, где может быть соблюден баланс частно-государственных интересов в Абхазии. Спасибо за интересный рассказ. Будем сотрудничать. Мы готовы. Ирина Деева, Александр Асеев. Ну, не скрою, что мне первое, что понравилось, конечно, это то, какой предлагается проект дома. У нас сейчас большая в этом необходимость существует, потому что мы ищем, конечно же, такое жилье, которое можно было бы, насколько я понял, воздвигнуть, соорудить быстро. И самое главное, что качество. Нам нужно такое, знаете, доступное жилье для молодых семей вот, и так далее. Несмотря на то, что у нас тут и есть много разрухи вообще-то, да, которую можно было бы восстановить за прошедшие 25 лет. Но все-таки мы хотим новое жилье. Новое жилье и вот такое инновационное, как вы говорите. Олег. Я, предваряя, так сказать, выступление наших гостей, да, уважаемых, хочу сказать коротко о соглашении, которое будет завтра заключено
с группой компаний «Славянский мир». Группа компаний «Славянский мир» – это признанный, известный флагман в области стройиндустрии, разработки новых инновационных компонентов строительных материалов и строительных технологий. Не только разработки, но и внедрения. Составить понятие, по крайней мере начальное, об этом можно уже из этого ролика, который сегодня демонстрировался. Я думаю, что соглашение, которое завтра подпишет Валерий Андреевич Лещиков и представитель компании «Абхазстрой», республиканского унитарного предприятия, которое будет представлять в этом соглашении Республику Абхазия, я думаю, придаст импульс сотрудничеству в области строительства, девелопмента. Я думаю, что наши люди, представители бизнес-сообщества и просто те, кто, так сказать, озадачивается вопросами строительства жилья, либо недвижимости коммерческой направленности, они подчеркнут там для себя много полезного. Это действительно уникальные, современные, инновационные технологии, которые, я считаю, нам здесь в Абхазии необходимо просто изучить, узнать и желательно внедрить. Я, кроме того, хочу сказать, что по предварительным договоренностям наши партнеры из группы компании «Славянский мир» также намечают создание частно-государственного партнерства, где будет представлено и государство. Я думаю, что и еще в планах реализация 1-2 пилотных проектов, которые позволят непосредственно вот увидеть, узнать и осознать как бы тот эффект, который может, так сказать, возникнуть у нас от сотрудничества с подобными серьезными российскими компаниями. Ну, действительно серьезные компании. Потом сама группа компаний, как Валерий Андреевич говорил, насчитывает 160 компаний, да? Я так понял, ваши Нет, филиалы. это данные заводы, распространенные по всей стране. Заводы, которые мы изобрели, да, мы поставили 160 заводов, нами изобретенные, которые работают на сегодняшний день, и дают продукцию. Построено около уже 8 миллионов на базе этих заводов построено 8 миллионов квадратных метров жилья. Теплого, экологически чистого. Сегодня мы пришли сюда, в Абхазию, с большой душой. Во-первых, так просто хочу сказать, я показывал сегодня, значит, у меня мама с Абхазии, вот она там с Гагар. Поэтому это мне, так сказать, родные места, привез сына показать, что все-таки мы родственники этой земли. Вот, и поэтому с большой душой идем сюда, большой душой. И наша корпорация занимается сегодня новыми технологиями на мировом уровне. Что есть самое главное в Абхазии? То, что показывали, к сожалению, не показали сами заводы, но я думаю, мы это исправим. Дело в том, что эти заводы работают на местном сырье. Что не надо ниоткуда ничего не привозить, все здесь находится, мы уже изучали эту тематику, все находится непосредственно на месте. Вы изучали да, местное сырье, которое мы Абхазии, да, конечно, которое мы применим непосредственно в своем строительстве. Нам не нужно ниоткуда ничего возить, это местное сырье на базе наших разработок. Там. Поэтому это один вопрос. Второй вопрос, здесь есть самая главная база, это солнце. Почему я говорю о солнце? Потому что мы перешли даже уже в России там, то есть на солнечную энергетику, на ветровую энергетику, на очистные сооружения, на капельное орошение, то есть это даже там мы уже применяем и как бы экспериментально пока, а здесь это все есть, это Богом данное такое место, и мы считаем, что мы начнем с какого-то экспериментального проекта, который покажем всей Абхазии, да, мы уже это делали. Мы строили дом за 24 часа по просьбе Евгения Максимовича. Вот. И у нас все получилось, мы это представили, опять-таки, из местного сырья и из совершенно новой технологии. И вот мы с большой, огромной душой хотим принести на эту землю совершенно новые технологии и вместе решать все задачи. Вот скажите, пожалуйста, я не знаю, кто из вас ответит, Валерий Андреевич или Сергей Викторович, но мне бы хотелось узнать, из чего будет состоять вот это вот соглашение, что конкретно будет приниматься в этом соглашении по внедрению и ваших новых технологий, и самих материалов тоже. Ну, само соглашение представляет из себя такую достаточно подробную дорожную карту наших взаимных действий. То есть каждая из сторон должна выполнить свой комплекс мероприятий для того, чтобы здесь, в Абхазии, возникла инновационная стройиндустрия. Я могу сказать, что оно, в общем-то, несложное и вполне реализуемое.
То есть, более того, мы написали конкретный план действий. Я думаю, что в ближайшие месяцы, то есть мы уже, наверное, сможем отрапортовать о каких-то наших промежуточных успехах. Вот. Первым делом будет создан выставочный центр инновационных строительных технологий вот, с складской программой. То есть уже определена территория, площадка, где это будет находиться, непосредственно рядом с границей с Россией. Вот. И после того, как будет создана складская программа и выставочный центр, мы сможем уже приступить к строительству первого пилотного проекта. Вот. А что собой будет представлять этот первый пилотный проект? Вот мы сейчас прорабатываем несколько площадок. Да? То есть, возможно, это будет некий комплекс гостиничный, жилой. Да? Вот. То есть, причем такого смешанного назначения. То есть мы предполагаем, что там могут купить себе как готовый бизнес апартаменты жители Абхазии, либо, допустим, граждане России. Вот, и есть определенные организационные схемы в Абхазии, которые позволяют это сделать. Через владение компанией можно стать собственником, в принципе, апартаментов, а дальше ты можешь их использовать по своему усмотрению. Ты можешь либо их использовать и жить в них, либо отдать управляющей компании в управление, да, и тогда эти апартаменты будут сдаваться в аренду, ты будешь получать определенный доход. Понятно. Вот вы говорили о выставочном центре. Я так понял, что это будет некая такая база строительных материалов, тех материалов, которые вот, можно будет нашим местным бизнесменам использовать уже и привозить, перевозить. Да, или, то есть это будет выставочно-складской комплекс. То есть так же, как у нас в Москве сделано, вот вы видели в ролике, да, есть стенды. То есть ты подходишь к стенду, видишь ту или иную инновацию, которую ты можешь применить в строительстве. И будет складская программа, где ты непосредственно можешь сразу это купить. Вот. У нас будет создан консультационный центр. Мы объясняем подробно, каким образом работать с этими технологиями, материалами, для того, чтобы уже получить готовый продукт. То есть мы, допустим, сейчас в Москве на базе этого выставочного центра делаем Академию строительных технологий. То есть мы решили нашим гражданам открыть для них такую академию, где ты можешь посетить семинар. Они будут идти постоянно, то есть мы планируем до 5 семинаров в день. Ты приходишь и смотришь, как можно за счет тех или иных технологических решений сэкономить бюджет. Причем серьезно. До 70% от бюджета можно сэкономить, своего бюджета, на тех или иных операциях. И существенно сэкономить сроки. То есть тогда, когда мы говорим о том, что за 3 месяца можем под ключ построить с отделкой объект, вот, люди как бы не верят, потому что говорят, ну как так? Мы же видим, мы же все знаем. Все в России так или иначе сталкивались с строительством или ремонтом. Речь идет о годах. И когда мы показываем наш дом, мы сделали хронологию, мы показали по дням, как мы строили пилотный дом. У нас пошли коммерческие заказы, и каждый наш коммерческий заказ мы делаем хронологию. Мы показываем, как быстро возникает фундамент, стены, окна, перекрытия. То есть, если, знаете, из всего вот этого хаоса, да, строительного, обычного, убрать все ненужное, оставить только нужное, то как раз получится 3 месяца. Вот скажите, пожалуйста, как повлияет это все-таки на судьбу наших бизнесменов, которые занимаются строительными материалами? Не будет ли это ущемлять как-то их бизнес? Наоборот, будет способствовать их бизнесу. Потому что мы же несем технологии, которые позволяют снизить издержки. Вот, то есть это значит, продукт будет более доступный. А если будет более доступный, его будут покупать больше людей. Мы не претендуем на такие монополии. Мы лишь инфраструктурный инструмент, который позволяет населению Абхазии решить свои проблемы, а правительство Абхазии в лице вот такого инфраструктурного объекта получить инструмент для реализации всех инвестиционных планов. Потому что в любом случае любой проект, он требует создания каких-то сооружений, зданий, вот, энергетики. Мы в России создали вот ядро, которое притягивает инновации в различных областях. И мы готовы этим делиться. То есть мы готовы это внедрять и выступать и в роли подрядчика, и в роли консультанта, в зависимости от ситуации. Вы знаете, вот в ролике шел разговор об этом одноэтажном здании, такие, с открытой крышей. Это для нашей природы очень подходящее. И вообще
многие уже даже пытаются такого рода делать вот эти не скосы, как не скатная крыша, а скатные крыши, да, плоские да, крыши. плоские крыши, да, это вот и наша природа позволяет, у нас все-таки 7 месяцев в году тут лето, да. Но мне другое интересно, вот можно ли вот такой дом, это почти 4 миллиона, да, он будет обходиться, да? С отделкой. С отделкой, да, это тоже, конечно, очень важно. А можно ли будет каким-то образом, я не знаю, в рассрочку делать это, брать в рассрочку материалы у вас, скажем, строить и потом постепенно расплачиваться, или какая-то другая форма? Смотрите, мы, допустим, легче, чтобы было нам. Мы в России сейчас, да, реализуем несколько программ, которые позволяют нашим клиентам получать долгосрочные ипотечные кредиты. То есть в России это 12% ставка, она на сегодняшний день считается более-менее приемлемой. Понятно, она не зависит от нас. Мы просто нашли мощный финансовый институт, который позволяет нашим людям получить ипотеку, так сказать, под такой процент. Да, вот. Мы, естественно, будем пытаться применить этот опыт и для Абхазии, тем более, что у нас единая рублевая зона. Вот, значит, соответственно, более того, мы пошли дальше. А сейчас мы с правительством Калужской области проговариваем некие проекты, связанные с многодетными семьями. То есть у нас создана программа поддержки многодетных семей. То есть в России многодетная семья имеет право получить 15 соток бесплатно от государства. При этом все коммуникации подтягиваются за счет бюджета. Вот. Но программа по тем или иным причинам пока широкий такой применения не нашла, потому как у многодетных семей все равно нет денег для того, чтобы построить такой дом. Вот. И так как мы, в общем-то, заинтересованы в объемах строительства, мы попытались найти решение. И это решение было найдено через то, что мы нашли способ, когда многодетная семья получает некий такой еще инструмент для возврата кредитов. Если она вот берет дом, кредит на строительство дома, то возвращать она будет из дохода, который будет получен в результате того, что мы разрабатываем сейчас универсальную теплицу, такую уникальную, она там полностью автоматизирована, причем доступна по деньгам. И тогда семья превращается в некого фермера, вот, и начинает выращивать те продукты, которые востребованы. Зарабатывает, начинает отдавать кредит. Да. То есть это такая вот схема, которая начинает, как называется, летать. Понимаете? То есть каждый получает, я извиняюсь, огромное преимущество. То есть мы получаем объемы для стройки. Значит, многодетная семья получает возможность мгновенно изменить свой образ жизни, переехать, вот мы называем, в достойное жилье по доступным ценам. То есть у нас, допустим, в нашей комплектации энергосберегающие окна, полный подогрев полов, значит, теплый контур, который практически снижает на 80% плату за коммунальные услуги, потому что это минимальные нужные мощности для обогрева этого помещения. Вот, значит, соответственно, отделка, дорогие элементы отделки, но при этом по доступной цене. Почему? Потому что российское производство. То есть мы не зависим от курсовых разниц. Наши партнеры крупнейшие российские производители. Значит, соответственно, меняется образ жизни. Плюс занятость населения. Допустим, у нас, мы все знаем прекрасно, вот ягоды стоят дорого. Все ягоды стоят дорого. А что их производить, если есть теплица? По доступной цене можно произвести эти ягоды, отдать в сеть, что правительство Калужской области планирует сделать, то есть заход. Это больше такие российские реалии, конечно. Да. Но тем не менее, я говорю об этом, безусловно, нужно начинать размышлять. Думать, надо экспериментировать, надо пытаться найти решение. Но решение, оно лежит вот в этой плоскости. То есть надо давать возможность в составе инфраструктурного объекта, давать людям возможность чем-то заниматься. Тогда высокий туристический сезон. Да, идеальный план такой. Да, вот как это все проецируется на нашу почву. Да? Не секрет, что у нас сегодня стоит острый вопрос с жильем для молодых семей. Да? Да. Об этом, по-моему, этот вопрос у всех на слуху. Жилой фонд исчерпал себя, он старый, он негодный. Люди женятся, заводят семью, им негде жить. Либо у них альтернатива, либо жить с родителями, либо жить в старой многоэтажке, которая непригодна для жилья. На сегодняшний день это не секрет. Вот готовый проект, готовое решение. Финансовые инструменты к этому подобрать можно при желании. Это все не так сложно при желании.
Второе, многодетные семьи, да, абсолютно верно. У нас абсолютно тяжелый вопрос с жильем для многодетных семей. Правительство и благотворительные фонды на сегодняшний день, вот я рассказывал, занимаются, помогают многодетным семьям жить в каких-то там достойных, хотя бы минимальных условиях. Лучшие стандарты. Люди живут в сараях, что скрывать. На сегодняшний день, вот, пожалуйста, решение. За счет того, что это жилье экологично, за счет того, что оно по энергетике, по своей прекрасно и недорогое, то есть вот готовое решение. Для чего здесь, для чего эта идея вообще зародилась и для чего все это приведено было в Абхазию. Что касается... Плюс строительный бум, плюс строительство гостиниц и все остальное в масштабах, да, ну как бы начиная с низовых плюсов, да, вот. Что касается масштабных, так сказать, объемов, то я думаю, здесь, конечно, можно говорить о объектах туристической направленности, поскольку, ну, наверное, там строительство массы квартир в ближайшем обозримом будущем, наверное, не будет. Но вот проект строительства апарт-отелей, санаторно-курортных объектов, я думаю, это очень правильная, актуальная ниша, которую стоит занять. Тем более используя такие прорывные технологии, которыми обладает компания «Славянский мир». Скорость и дешевизна. При этом качество скорость, дешевизна, и в наших условиях это, безусловно, должно быть экологически чистыми материалами. Как оно и предполагается, я так понял, из вашего рассказа. То, что предполагается, так оно и реализуется. Так оно и реализуется. Построится же несколько заводов, которые здесь будут производить строительный материал. Да. Это тоже большой плюс. Мы и планируем. Да, это новые рабочие места. Поэтому мы не конкурировать собираемся, в принципе так, да, нам это особо не нужно. А научить ваших как раз строителей, конкретно ваших строителей, пользоваться вот именно за счет местного сырья, за счет новых технологий, удешевления и ускоряет процесс самой стройки. То есть если принципиально там рассчитываются какие-то планы там за 2-3 года, мы говорим, что это можно сделать там за 3 месяца. И вот сейчас мы смотрели дом, который как бы он индивидуальный дом. Если мы говорим о молодых семьях, то это, наверное, быстрее всего таунхаус каким-то приусадебным участком. Да? Но таунхаус он будет вдвое дешевле стоить, чем тот дом, чем отдельно стоящий. Это как раз та ценовая политика, там 2 миллиона, там где-то так, которые молодым семьям вполне приятно. Это уже тот сегмент жилья, который можно, допустим, включить в программу государственной поддержки по программе «Доступное жилье». Это позволяет уже в краткосрочной перспективе изменить стандарты жизни. Мы приносим в Абхазию новую строительную индустрию на базе новых технологий. Вот это очень важно. Вы знаете, вы говорили о инновационных материалах, о том, какое будет строительство, какие там современные будут технологии. Другое дело, что мы мало об этом знаем. Конечно, на этом деловом форуме вы поговорите, и вы придете к какому-то соглашению. Другое дело, что наше население обо всех тех инновациях и в вашем деле, и в вашем пока не знакомы. То, что касается строительства, для нас это очень актуальная тема. Нам нужно с этим познакомиться. Нам нужно, чтобы, как вы говорили, и строители, и люди заинтересованные в таких новых материалах и более дешевых, чтобы они могли обучиться и знали, как их использовать. И то, что вы говорите в смысле обучения, для нас это тоже очень важно. Семинары обязательно. Мы предполагаем, при наших этих создавать инкубатор малого бизнеса. То есть это как раз разговор об обучении. Когда мы обучаем людей именно пользоваться этими новыми технологиями. Это не, как эксплуатация завода. Да, бизнес-инкубатор это обязательно программа. Вот именно там у нас есть изобретение, у нас около 8-9 мини-заводов конкретных на местном сырье, которые мы просчитали. Все. И в основном мы вот именно приносим новую строительную индустрию. У нас нету там что-то там понастроить, заработать. Валерий Александрович сам является автором изобретений, разработчиком своих технологий. У него огромное количество патентов, зарегистрированных в разных странах. Мой интерес это душа, что мои технологии применяются в Абхазии. Мы в ролике, я же выступаю в роли самого изобретателя, что это мое, родное, я изобрел, вот это я нигде не украл, нигде не списал. Я же вам еще раз говорю, 60% мира строится по моей технологии, а у нас в России эта технология буксует.
Я хочу Буксует. Не буду перечислять. Будем надеяться на то, что в Абхазии, Надеюсь, в Абхазии она пойдет. В Абхазии она будет Формула-1. Сергей Викторович говорил о дорожной карте и о тех мероприятиях, которые намеревается реализовать после подписания соглашения. И один из важных пунктов этого соглашения как раз-таки на обязанности абхазской стороны выпадает информирование наших граждан, бизнес-сообщества, представителей строительной индустрии, всех, кто связан с строительством, именно информирование о достижениях, о технологиях, о результатах деятельности. Я думаю, что будет интересно узнать нашим гражданам о том, какие технологии и какие стройматериалы инновационные внедряются при помощи этого совместного проекта. Предлагаются даже передачи по телевидению, что тоже прописано в соглашении, в которых будут рассказываться о новейших технологиях, которые будут здесь применяться. Тоже часть информационной поддержки. Все то, о чем мы говорили, это очень актуально для нас. Мы уже час в эфире, и я думаю, наших гостей не стоит утомлять. Единственное, что мы хотели поговорить еще о том, что собой будет представлять круглый стол делового совета, который вы возглавляете. Если возможно, просто коротко. Да, вот мы Заседание Российско-Абхазского делового совета будет в формате круглого стола, одного из круглых столов на форуме. Участниками и собеседниками нашими будут интересные люди, гости наши из России. Также участниками будут ряд абхазских предпринимателей. Но я хочу сказать, что сомодератором круглого стола будет председатель Российско-Абхазского делового совета Андрей Николаевич Сергеев. В работе заседания примет участие президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Геннадий Леонидович Гагулия. Наши инвесторы, наши гости будут участниками этого круглого стола. Есть люди из банковского сообщества России. Кроме того, я думаю, что этот круглый стол будет интересен и просто для абхазских бизнесменов, которые уже выражают заинтересованность в том, чтобы прийти поучаствовать в работе. Вы знаете, я даже представить себе не могу, о чем завтра будет речь идти о деловом форуме. На деловом форуме тут обо всем рассказали уже. Я думаю, еще впереди Может много быть, нового, можно о чем мы сможем с вами поговорить по итогам работы форума. Весь интерес в деталях. Да, весь интерес в деталях. Черт тоже там кроется. Но я хочу вас всех поблагодарить. Огромное спасибо. Вы пришли, внушили, знаете, мне лично, я думаю, нашим телезрителям тоже надежду, что вот в тех проблемных вопросах, которые для нас жизненно важны, а это, конечно же, все то, что связано с этими свалками, переработкой мусора, которая отравляет нам жизнь, и все то, что связано с жильем, это то есть крыша для человека, то, что нам необходимо вообще в ближайшее время тоже как-то решать. И вот таким инновационным способом огромное спасибо вам за то, что вы пришли, рассказали о том, что было, за ваше обаяние, которое вы проявили здесь. Во всяком случае, на меня повлияло. Так что я, наверное, в ближайшее время стану вашим клиентом. Мне ваш дом очень понравился. Огромное спасибо вам всем. Будьте здоровы. Нашим телезрителям, я думаю, тоже было интересно посмотреть. Желаем им спокойной ночи, хотя не так уж поздно. Так что тоже будьте здоровы. Интересуйтесь тем, что происходит на деловом форуме, потому что для нас это тоже полезно. Всего доброго. До свидания. До свидания.